На территории башенного комплекса Нижний Пуй при проведении подготовительных работ к реставрации были найдены фрагменты каменных фресок, предположительно украшавших ранее фасадную часть древнего храма Тхабаерды. Это очередной объект, который восстанавливает благотворительный фонд «Сафмар» по договоренности с главой Ингушетии. На место прибыли сотрудники Джейрахско-Асинского заповедника и Комитета культурного наследия. Тамерлан Хамхоев продолжит. Каменные великаны Ингушетии каждый день открывают все новые страницы истории нашего народа. Находки у башенного комплекса Нижний Пуй в виде камней с петроглифами и орнаментальными узорами сейчас хранятся на территории учебной базы реставраторов под охраной и видеонаблюдением. Скоро здесь, благодаря основателю фонда «Сафмар» Микаилу Гуцериеву, должны начаться реставрационные работы. Обнаружили уникальные экспонаты совершенно случайно при очистке прилегающей к комплексу территории. Один из наших сотрудников обнаружил странный камень с странной гравировкой. Я сразу же узнал почерк мастера, который был на Тхабаерды, и решил, что, возможно, это мог быть один из фрагментов потерянных из храма Тхабаерды. Храм Тхабаерды, являющийся одним из старейших христианских храмов на территории России, скоро будет отреставрирован. Археологические работы и после их завершения реставрационные станут большим шагом к сохранению культурного наследия региона, а подобные находки помогут сложить цельную картинку внешнего убранства культового сооружения. Археологические работы должны начаться в ближайшие месяц-два. После них предполагается начать работы по реставрации самого храма. Мы привлечем специалистов для того, чтобы определить, где именно находились эти камни, которые нашли вчера. И в дальнейшем привлечем археологов, архитекторов, ученых, историков и так далее, в том числе историков нашей республики. На момент съемок обнаруженных фрагментов было всего 10. По заверениям реставраторов, это могут оказаться далеко не последние сюрпризы в данной местности. По действующему законодательству камни должны передать в Краеведческий музей имени Тугана Мальсагова с подробным описанием, сверкой и актом. Там у нас еще находятся как раз предположительно эти камни, которые найдены, предположительно еще не установлено, что они относятся к храму Тхабаерда. У нас в Краеведческом музее находится тоже несколько камней, и как раз к ним дополнение мы положим. И как уже в республике все знают, что в храме Тхабаерда будут проводиться реставрационные работы, и эти камни пригодятся как раз, чтобы они вернулись на свои исконное место. Каждый камень здесь – это история, и, возможно, совсем скоро все фрагменты недостающих камней строений будут там же, куда их ставили заботливые руки наших предков столетия назад. Тамерлан Хамхоев, Магомед Шаухалов, Новости 24.